Калі казаць асабіста пра сябе, я адзначыла, што ў мяне ёсць прыкметы посттраўматычнага стрэсу. Ну, вообще сложно выделить что-то особо главное по той причине, что каждый человек индивидуален. Но если все-таки обобщать, я бы сказал, что это психологические, даже психиатрические аспекты, потому что они уже сказываются на физическом здоровье. Там через иммунитет, через другие механизмы, но это абсолютно точно, и, в общем-то, вот эти вот последствия, эти особенности. Ну и, конечно, очень важно то, что особенности женского организма, потребности женской, физиологии, санитарно-гигиенические просто потребности, они, к сожалению, в пенитенциарной системе, нельзя сказать, что не учитываются совсем, но все-таки действительно тюрьмы созданы мужчинами для мужчин. Я бы сказал так, недостаточно внимания уделяется вот этим аспектам, про которые я говорю. Калі казаць пра тэму даследавання, відавочна было, што прыкметы дэпрэсіі і прыкметы ПТСР яны будуць выяўленыя. Адзінае, не было зразумела, у якіх колькасных паказчыках. Тыя лічбы, якія выяўлены, канешне, ПТСР у жанчын, якія засталіся внутрі краіны, ён на досыць высокім узроўні знаходзіцца. І калі гэта спалучаецца з тым, што доступ да псіхалагічнай дапамогі внутрі краіны ён абмежаваны, гэта складае такую пэўную внутреннюю напружанасць. Але я б хацела пазначыць, што літаральна сёння выйшла навіна, што наша краіна яна завяла адзіны кароткі нумар для людзей, якія патрабуюць псіхалагічнай дапамогі. Гэта нумар 33. І спецыялісты, я так думаю, Міністэрства аховы здароўя, яны абяцаюць, што набраўшы гэты кароткі нумар, можна будзе атрымаць псіхалагічную дапамогу. І это досыць станоўчая навіна у разрезе таго, што мы бачым сёння, в якім стане знаходзяцца людзі, в якім стане знаходзяцца дзеці, в якім стане знаходзяцца лічбы па суіцыдах. Это вельмі станоўчы, вітальны крок, як мне падаецца. В принципе, ничего особенного в той части, которой я занимался, это исследование правовой составляющей, для меня не было, но в очередной раз я удивился тому, как мало внимания уделяет даже международные правовые акты, даже демократические правовые акты. И это заставляет нас пересматривать в целом подходы к разным аспектам пенитенциарного мира. Я, наверное, подчеркнул бы все-таки тот аспект, что доля женщин в заключении в Беларуси непропорционально высока, если сравнивать с европейскими странами. Это свидетельствует о ситуации в обществе в первую очередь. Да? Потому что, например, доля женщин в заключении более 10% от мужчин, а доля, например, женщин, как мы видели в ЛТП, около вообще 20%. Это такой барометр социального положения в обществе. Это свидетельствует о том, что тут есть, мягко говоря, есть над чем работать. И, конечно, по-доброму это должна была быть такая работа совместных государственных структур, негосударственных организаций, религиозных организаций, которые тоже можно отнести к негосударственным. И в совместном сотрудничестве вместе с учеными, с изучением зарубежного опыта, это могло бы дать позитивные результаты. Они, конечно, не сиюминутные были бы, но, по крайней мере, мы бы видели давали возможность тенденцию позитивную видеть. Сегодня, к сожалению, мы такой тенденции не видим, хотя бы потому, что есть политические заключенные, и тоже среди политических заключенных доля женщин, опять же, эти около 20%, это, конечно, очень тревожные сигналы. Я думаю, што адным з самых галоўных такіх акалічнасцей, якая вяртае жанчын в турму, гэта тое, што яны прайшлі праз гэты досвед ні за што. То бок это
цалкам адсутнасць пачуцця прыняцця віны, яна застаецца з імі, яны абсалютна ўсведамляюць, што яны не вінавата утрымліваліся за кратамі. Гэта ўсведамляюць не толькі яны, гэта ўсведамляе грамадства. У тым ліку гэта ўсведамляюць супрацоўнікі пенітэнцыярнай сістэмы. І маім такім меркаваннем, што адным з таких фактараў, які дадае вот этой жорсткасці, якая ўжываецца да палізняволеных жанчын, і менавіта з'яўляецца тое, што і супрацоўнікі, яны разумеюць, што гэтыя жанчыны, яны утрымліваюцца за кратамі несправядліва, яны утрымліваюцца за кратамі за палітычную альбо грамадзянскую пазіцыю. Наверное, ключевой вывод – это то, что белорусское законодательство в целом не соответствует новым мировым тенденциям, осталось далеко позади европейских тенденций, и если будет меняться законодательство Беларуси, поворачиваться к демократическому типу, то предстоит еще очень много работы для того, чтобы учесть положение, в том числе женщин в пенитенциарных учреждениях, и это будет заставлять пересматривать не только какие-то технические моменты, но в целом подход к решению этой проблемы. Медицинскому работнику, который опасается потерять работу из-за проявления человечности по отношению к пациентам, я бы посоветовал в первую очередь не терять человечность, оставаться человеком. Работа – это все-таки вторично.